Når solen er midt til mig body Mamma der går til mig daddy Når finder rygen ud mig du gør det Så hvor hun er Bare du er daddy Kan du bare give mig mig Både mig i rutan til mig Togtoni Og nu tog du tager mamma Hvor nej Det er du tager til sit du rig Добрый вечер всем, кто этот вечер пятничный проводит вместе с нами в компании вечернего шоу «Рафинад». Настроение сегодняшнего вечера будет замечательным. Благодаря вам, девочки. Давайте нашу любимую рубрику новостей. Что нового? Ну, начнем, я думаю, с самых громких новостей. 31 марта Совет блогеров направил претензию компании Мета. Кстати, компания, мы все помним, и ее соцсети Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены в России. Да, с требованием выплатить компенсацию в $1 миллиард пострадавшим от блокировки пользователям и предпринимателям соцсети. В претензии также содержится требование к данной компании принести публичные извинения россиянам. Так, а что будет, если компания не выплатит компенсацию? Ну, Совет планирует подать иск в суд либо в России, либо в США, так что в любом случае будут разбирательства. Ну, у меня такая новость. Джим Керри, наш любимый актер, завершил карьеру. Он сказал, что любит покой и уединение. Но если кто-нибудь предложит ему какой-нибудь хороший контракт, написанный золотыми чернилами, и который принесет пользу человечеству, он подумает. Но пока ушел на перерыв. Кстати, он не единственный, да, из голливудских актеров. Вот стало известно, что Брюс Уиллис также завершил кинокарьеру актера из-за когнитивного расстройства речи. И вот когда такие важные люди уходят с кинематографа, конечно, очень печально, но есть надежда, что на их смену придут молодые талантливые ребята, которые не будут уступать в таланте. Да, будем надеяться, что так и будет. А вот в России с 1 июня запустят программу молодежного и студенческого туризма. Государство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для молодежи, и это очень радует. Да, так в этом году в программе смогут участвовать студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты, ординаторы. Что ты так удивилась? А также победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Ну, также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет. То есть мы попадаем. Вот мы попадаем. Да, ожидается, что в программе примут участие более 10 тысяч молодых людей. Для них будет разработано свыше 450 авторских турпродуктов и мероприятий. А вот география проекта насчитывает, между прочим, аж 155 вузов из 98 городов России. Мне кажется, один из самых приятных моментов – это то, что отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. Так молодежи предлагается на выбор 3 направления – научно-популярный, профориентированный или культурно-познавательный туризм. Между прочим, это уже не дешевое удовольствие. По словам специалистов, средний чек по туристическим наборам для выживания в этом году оказался на 84% выше. Россияне стали чаще покупать такие наборы, а все потому, что готовятся к туристическому сезону. Это прекрасно, и надеемся, что они не забудут, эти туристы, посетить наш город. И, кстати, вот вчера наш любимый город Владикавказ отмечал свой день рождения. А точнее, 31 марта 1860 года Владикавказ вырос из крепости в статус города. И в связи с этим мы пригласили в гости экскурсовода Людмилу Белоус, которая знает каждую улочку и каждый уголок нашего города. И мне кажется, ей есть что нам рассказать. Здравствуйте, Людмила. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо, что пришли к нам. Да, очень рада вам. Чай, кофе? Нет, спасибо. Я бы что-нибудь посытнее и погуще. Тогда могу предложить пирожное. Нет, спасибо. Чай с пирожным, я думаю, все-таки, да. Людмила, вот часто ли приезжают в республику с запросом посмотреть наш город, узнать какие-то достопримечательности именно города? Потому как, мне кажется, больше приезжают попутешествовать по горам, посмотреть красоты наши. Но ведь и в городе есть много интересных мест. Ну, вам правильно кажется, приезжают в основном посмотреть горы, но город у нас очень необычный, и когда люди прилетают, они почему-то стараются во второй половине дня сюда попасть, ну, чтобы уже утром сразу ехать в горы. И вот этот вечер они часто скрашивают прогулкой по Владикавказу, и он их очень-очень удивляет в хорошую сторону.
Вот. А вы бы я, как я советовали? как Джим Керри люблю покой и уединение, но моя работа связана с тем, что я вынуждена с ними, ну, вынуждена, это для меня счастье большое, вот, гулять по городу. Я не скажу, что каждую улочку я знаю, но проспект Мира, по которому я в основном вожу, и по его окрестностям я знаю неплохо, То есть по наверное. старому городу, да. Да, стараюсь, конечно, старый город показывать. Вот. Тем более история у нас настолько уникальная, настолько богатая, что даже коренных жителей часто это удивляет. Я так понимаю, в первую очередь вы водите туристов именно на проспект Мира. По центру вожу, не только проспект. Иногда, знаете, от туристов зависит. Есть, допустим, питерские туристы, которые очень привыкли смотреть питерские дворики, и я их поэтому завожу на окрестные улочки, где есть симпатичные дворики. Да. Их у нас тоже очень много. Есть дворики, которые так по тбилисскому типу сделаны, кстати. Вот. Есть дворики вообще уникальные. У нас не так давно был из Питера экскурсовод известный Павел Перец, и он вообще построил свою экскурсию на двориках, что я считаю не очень правильным, потому что наш город — это большой проект на самом деле, и он очень важен был Российской империи, и поэтому начинать надо с таких вещей, из тех вещей, которые уникальны для нашей территории. То есть вы все-таки советуете приезжать в первой половине дня, чтобы увидеть и днем наш красивый город, и вечером? Нет, мне как раз очень нравится, что люди приезжают так, чтобы вечером погулять, а потом утром едут в горы. Да. То есть одного вечера хватает для того, чтобы по В принципе, основным местам в городе центр, да. пройтись? Очень многие люди возвращаются. И вот сейчас я тоже с экскурсией. Вот, и у меня несколько человек на экскурсии попросили телефон, что радует, конечно, и надеюсь, что вернутся. Они хотят вернуться уже с другими компаниями, с другим окружением, и еще раз хотят послушать про центр. Я понимаю, что мы пригласили вас как гида, но прочитав несколько ваших статей в «Градус Про», вот мне удалось, и, конечно, не могу обойти стороной то, что вы кандидат наук, да? И вот хочется, конечно, спросить, как вы совмещаете столь разные по экспрессии, столь разные по темпу два таких направления? Очень просто. Я счастливый пенсионер. И счастье я обрела именно на пенсии. Наконец ушла из этого всего ужаса, в котором я полжизни провела. Потому что каждый день ходить на работу – это очень неправильно. Вот. И сейчас я живу счастливой жизнью. Больше всего мне даже, знаете, нравится не то, что я делаю любимую работу свою, выполняю, и она для меня не работа, ну, я просто гуляю с людьми и рассказываю о том, что мне приятно, представляете? Но мне еще очень нравится, даже больше. Мне нравится, что я могу говорить «нет». Я могу говорить, я не буду это делать. А почему? Я не хочу. И все. И мне так нравится, что я могу говорить нет. То есть, вы продолжаете это писать замечательно. сейчас? Я пишу, но градус как-то совсем затих. И сейчас я такой на Телеграме маленький каналчик завела, называется «Мой Владикавказ». Но там, знаете, очень надо коротко. Я вообще обычно писала рецензии длиннючие такие. Конечно, если будут рецензии, придется сократить. Поэтому последние 2 рецензии у меня были прям отрицательные. Отрицательно писать коротко легче. А вот как, будучи филологом, вы решили переквалифицироваться и заниматься именно... Я сама очень любила ходить и ходила со всеми гидами по городу, с которыми было можно походить. И потом, когда в университете объявили курсы, первый самый поток, у нас очень дружный поток, мы общаемся, у нас есть общий чат, мы делимся клиентами, вообще такую дружбу мало где сейчас можно найти, взаимоподдержку. И вот я туда, конечно, ринулась, и после этого я сразу ушла на пенсию, потому что я поняла, что я больше не хочу. Хочу работать в удовольствии, да? Да, хочу работать в удовольствии, и сейчас мне очень нравится моя работа. А сейчас вот на ваших экскурсиях есть какие-то ограничения по возрасту? Или вы водите и взрослых, и детей? Я перенаравливаюсь, так я скажу. Когда бывают дети, некоторые вещи не рассказываю просто. Вообще очень зависит от людей. Бывают люди, которые оплачивают экскурсию просто потому, что это модно стало.
Вот у меня недавно была семейная пара, ну, видно, что ее интересовало совсем не то, что во Владикавказе, а то, какая на ней обувь, там, как она выглядит. Она потребовала фотографа, он ей, конечно, не понравился. И вообще вот такая была парочка. Тяжело было немножко с ними работать, и все равно они написали положительный отзыв. Странно. Ну, в общем, такое бывает. А детям, конечно, тоже не все интересно. Но вообще есть такие общие у туристов особенности. Они не любят даты, они любят, чтобы повкуснее было, то, что вы Мне рассказываете. кажется, это еще со школы. Кто любит даты, да? Да. Поэтому я не злоупотребляю. И стараюсь часто в этнографию уходить, потому что это интересно, какая у нас свадьба, допустим. Это всех интересует, какая свадьба. В этом большой помощник Центр промыслов, потому что у них там стоят костюмы, у них стоят наши традиционные вот эти маленькие фэнги, столики. И начинаешь рассказывать, почему маленькие, почему такой, почему. И вот такие вещи людям очень тоже нравятся. То есть в основном такие есть общие интересы у большинства туристов, наверное. Да, я бы сказала, что есть общий интерес. А по городам как-то различаются? Вот, может, вы замечали, что люди, приехавшие, допустим, откуда-то с России, из каких-то городов, их больше интересует, допустим, что-то. Вот какие-то различия вы почувствовали? Да, как люди из Питера дворики. Люди из Питера очень отличаются. Вот их, кстати, сложно удивить, я думаю, на самом деле, потому что в Питере, они конечно, очень удивлены. Они нас, вот даже городе прозвучала музей. как-то фраза, что Владикавказ — это срезанный Питер, то есть этажность ниже, но очень похоже. Я им всегда говорю, знаете, как пока ваш город строили иностранцы, ваши архитекторы работали у нас. Вот, потому что у нас очень много питерских архитекторов, на самом деле, великих, и они работали реально у нас. И, конечно, наш город похож на Питер. По структуре вообще вот это то, что все дома в красную линию в центре, то, что он вообще параллельно перпендикулярный. Очень похожи. И они же отмечают, вообще от туристов так много получают, тоже информации. Они отмечают, что вот так комфортней, потому что у нас есть горы для того, чтобы мы почувствовали себя маленькими, а в городе, в центре, в основном 2 этажа, реже выше. И ты себя маленьким не чувствуешь, тебе хорошо, комфортно. Очень всем нравится. Я долго не могла решить для самой себя, как мне себя вести, и мы даже с гидами это обсуждали, то, что в нашем городе нельзя пройти 10 минут, чтобы кого-то не встретить. И все же надо пообнимать, еще там все. Ты идешь с туристами, работаешь. Я раньше так показывала, не-не-не, ну не подходить. Сейчас нет, знаете, сейчас вот подходят, обнимаюсь и продолжаю дальше. Потому что всем это очень нравится. И они говорят, ой, вас все всех знают. Я говорю, ну не то чтобы всех, но на самом деле в центре, да, мы встречаемся, много знакомых. И вот сейчас толпа по центру, честно. Они говорят, что все на улице. Я говорю, пятница вечер, что вы хотите? Хорошая погода. Все после долгого снега вышли и радуются друг другу. Теплу. Все знакомые. Первому теплу. Да. Вообще, Владикавказ замечательный, правда. Я, знаете, он же, вот проспект направлен на Столовую гору. Да. Астины ее назвали, кто знает, Мадыхох. Она похожа силуэтом на лежащую девушку. И я даже туристам часто говорю, мусульман, ну, мы не мусульмане, там длинная история с этим, но все равно я часто говорю, мусульман, есть такая пословица, она спорная, конечно, и зависит от того, какие у вас с мамой отношения, но такая пословица: рай находится под ногами твоей матери, а мы у подножия Материнской горы, значит, мы в раю живем. И мне очень это нравится. Классно. Да. С таким теплом рассказываете о нашем городе, это прям чувствуется, что вы влюблены в него. Да, я правда очень Какое люблю. у вас любимое место? Даже не знаю. Наверное, улица Никитина, там есть такой особняк, знаете, где во дворике есть горельеф «Владикавказ» называется, и скульптура Соскиева в лапту играет. Не все знают, но если вы вот с проспекта завернете на Никитина, там стоит памятник Сека Гадиеву, и с правой стороны особняк, загляните во дворик. Там на стене, ну, когда хозяева, кстати, дома, они пускают нас во дворик с туристами, а там на стене такой горельеф, называется Владикавказ, и там все наши достопримечательности, вплоть до трамвая.
Так плохо без трамвая, вот честно. Уже отремонтировали, пустили, мы так обрадовались, и опять нас лишили Это же этого. тоже наша Это вообще фишечка. фишечка. Все Да. говорят, а есть в других районах? И некоторые хотят, и ездят вот туда, в сторону Китайской, и катаются на трамвае. На трамвае, да. Я вообще не представляю, я просто в ГМИ учился, я всегда на трамвае. Да. А есть такая открытка, знаете, местный кто-то нарисовал, написано «Владик, это транчики». Да, да. А вот в каком городе мира вы бы хотели побывать и, может быть, жить, если не брать Владикавказ? Потому что действительно, мне кажется, очень сложно, влюбившись уже в наш город, очень сложно куда-то захотеть переехать. Вот есть ли у вас такие места? Ну, я долго в Москве жила. Я училась в Москве, и у меня сейчас сын в Москве, и он не любит ее сильно. Она говорит, не для жизни и так далее. И я ему всегда говорю, вот выбирай время, ну, выходной, и ходи по ней просто, по центру. Вот тут посмотри, тут на выставку. Ну, попробуй дать ей тебя полюбить. И тогда по-другому. Мне кажется, в любом городе, если вы интересуетесь, если Можно он вам... полюбить его. Да, можно полюбить. Но я вернулась из Москвы сюда, и здесь живу. И очень люблю Владикавказ. Очень. Людмила, спасибо Да. вам большое Не за за такую что. интересную беседу. Приходите на экскурсию, позвоните, я вас повожу. Отлично. Вы Спасибо удивитесь, большое. правда. У нас очень много вещей есть, которые никто не знает. Я с удовольствием. Да, Спасибо большое не вам. за что. Спасибо. Спасибо. Yeah. В Москве проходит выставка Растана Тавасиева «Планетарные туманности». Художник совместно с космическим центром разработал прототип космической миссии, превращающей астероиды в произведение искусства. И сегодня Растан с нами на прямой связи из арт-музея «Мультимедиа». Здравствуйте, Растан. Здравствуйте. У нас тут по телефону мы осуществляем нашу трансляцию. Вот, так что если будут какие-то накладки, извините, пожалуйста. Ну, вам нас хорошо слышно? Прекрасно, к сожалению, не видно. Но Ну, просто Главное, хорошо. что мы вас видим. Да, мы зато вас очень рады видеть. Спасибо. Растан, скажите, Да. пожалуйста, вот вы на протяжении нескольких лет разрабатываете проекты произведений искусств для космического пространства. Что вас вдохновило? Ну, во-первых, само космическое пространство очень вдохновляет. Я хотел немного поправить. Вот во вступительной части выставка называется «Искусство будущего». Это регулярная выставка, то есть это биеннале, которые проходят в мультимедиа-арт-музее. И здесь не только мои работы, здесь работы еще очень многих художников. Вот. Вообще действительно очень большая выставка и невероятно популярная. То есть тут, наверное, за 2 месяца больше 200 тысяч посетителей было. И сейчас здесь очень многолюдно. Вот. И она еще будет идти в течение, по-моему, еще на месяц ее продлили. Вот. Так что действительно есть возможность все это посмотреть. Так, мы надеемся, все, кто еще не успел попасть, и все жители Москвы успеют обязательно. Но очень интересно, почему все-таки вы углубились в такую необычную космическую направленность? То есть мой ход мысли был очень простым. Я подумал, что если человечество стремится в космос, и рано или поздно оно там окажется, то и искусство там тоже будет. То есть человечество с собой принесет искусство и будет делать его в космосе. Вот. А мне просто сейчас интересно посмотреть, каким оно могло бы быть. Вот. Просто вы известны работами с использованием мягких игрушек, созданных в авторской технике бегемотопись. Вот расскажите подробнее об этой концепции. Про бегемотопись рассказать? Да. Это довольно просто. То есть это живопись с помощью мягкой игрушки. Берешь мягкую игрушку, ей рисуешь картину абстрактную. А потом игрушка остается на холсте, и у тебя получается абстрактная картина с персонажем и главным героем. Вот. То есть получается как абстрактная живопись, но только она апгрейдена до фигуративной. Вот. И довольно это психотерапевтичный, это игровой процесс. То есть ты в процессе игры создаешь произведение искусства. Вот. Если коротко. То есть это ваша авторская, да, методика, мы так понимаем. А вот если у вас, Да. если у вас в планах придумать какое-то еще новое направление, может быть?
Нет. Действительно, последние несколько лет я занимаюсь тем, что придумываю то, каким может быть искусство в космическом пространстве. Вот. И сейчас, собственно, я этим и занимаюсь. Вот. Планетарные туманности, которые здесь можно посмотреть, это, наверное, первый шаг в этом направлении. Вот вы сказали про астероиды, это второй этап. То есть планетарные туманности, они очень красивые природные явления, и с ними действительно очень приятно работать. Вот, но они очень большие и очень далеко находятся. Я подумал, что было бы хорошо все-таки подумать о чем-то более доступном, и вместе с центром Сколтех мы думаем о том, как работать с астероидами. Они поменьше, и они гораздо ближе. И это действительно, то есть если туманность 10 тысяч лет делать, это очень трудно вообразимый временной период, то с астероидами можно там, в течение 50-100 лет работать. Это уже, в общем, вполне осуществимо. Вот. Растан, скажите, пожалуйста, вот с 2002 по 2021 состоялось 30 ваших персональных выставок и более 70 групповых выставок в России, Европе и на Западе. Где выставляться было особенно ответственно и какая выставка для вас была самой значимой? Ну, вы знаете, наверное, для меня самая значимая это та, которая планируется, и та, которая то есть там, над которой я работаю, а так, в общем, наверное, место, где экспозиция происходит, конечно, очень важно, но самое важное это все-таки контент, то есть то, что я показываю для меня. Да. Вот, поэтому я бы не стал их как-то различать, как, не знаю, как детей на более или менее любимых. Да, не будете что-то выделять. Они крайне для меня все важны, и важна последовательность, которая привела меня к тому, что я сейчас делаю, и к тому, что я планирую делать. Вот. То есть мне важен процесс, который меня ведет, и, я надеюсь, развивает. Вот. Растан, вы достаточно нестандартный творец. Вот откуда вы черпаете такие необычные идеи для своих работ? Из головы. Для перформансов? А перформансом как они туда попадают? Что вас вдохновляет? Они, как вся информация, попадает через глаза, уши. Там она как-то обрабатывается, и я ее транслирую, вот как умею. Вот меня очень заинтересовала такая тема. Мы прочитали, когда готовились к беседе с вами, что вы выпиливали скульптуры из липы с помощью электропилы под музыку к опере «Орфей и Евридика». Вот неужели это тоже просто родилось спонтанно через глаза и уши? Это же какое-то необычное мышление у вас. Да, это было довольно давно. Очень приятно, что до сих пор об этом интернет помнит. Это действительно было, я даже... Мне кажется, лет 15 назад. Да, это родилось... там как-то просто вся опера... Мне очень нравится то, как Виллибальд Глюк, автор этой оперы, поступил с сюжетом. Он взял классическую мифологическую историю и сделал хэппи-энд. То есть у Глюка все кончается благополучно, и Орфей с Эвридикой счастливы. Вот никто не умер, хотя сначала именно с этого все и начинается. Вот. И мне показалось, что это очень жизнеутверждающая история, и я как раз подумал о том, что вот этот процесс вынимания из куска дерева скульптуры, он чем-то сопоставим с тем путем, который Орфей проделал за своей возлюбленной. То есть ты из неживого пенька ты выпиливаешь, создаешь образ. Вот. Мне показалось, что тут есть какие-то связи. Я попробовал это пережить, этот процесс. Вот. Это действительно очень необычно, а может быть, поклонникам вашего творчества стоит ждать в будущем еще каких-то таких невероятных перформансов? Ждать, безусловно, стоит. Про будущее трудно сказать как-то определенно, хотя как раз вот эта выставка, на которой мы находимся сейчас, она так и называется «Искусство будущего». Вот. Но
Ну да, я предлагаю для того, чтобы понять, что в будущем будет, ее посетить. Наверное, так было бы правильно сказать. Вот. Вот скажите, Сослан Тавасиев, это же ваш дед? Сослан Бекдафаевич, да. Он был известным скульптором и работал в монументальной манере. Вот как вы думаете, он бы одобрил ваши эксперименты и тягу к новым направлениям, поддержал бы вас в этом направлении? Я очень на это надеюсь. Мне было бы очень интересно и очень важно слушать его мнение, но, к сожалению, это невозможно. Вот. Не знаю, но мне так кажется, что я примерно занимаюсь, то есть то, что я делаю, в общем, нельзя сказать, что прям то же самое, но это, в принципе, то есть я делаю скульптуры. Да? Мне хотелось бы, да, чтобы это было так. Вот. Я надеюсь, что у меня получается. Что ж, мы желаем вам успехов, продолжать удивлять публику, продолжать делать новые какие-то экспериментальные проекты. Мы за вами с интересом наблюдаем, следим за вашим творчеством. Спасибо вам, что сегодня вышли с нами на связь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, на календаре 1 апреля, и это дата, которая знаменита не только самым позитивным днем в году. На самом деле 29 лет назад во Владикавказе был организован эстрадный оркестр. Первым художественным руководителем и солистом ансамбля стал народный артист нашей республики, заслуженный артист России Ким Суанов. А в 1995 году оркестр возглавил Николай Александрович Кобоев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, который ранее работал в оркестре главным дирижером. А в 1996 году по ходатайству всего коллектива оркестра было присвоено имя Кима Суанова. Сегодня в концертном зале САГУ состоялся концерт джазовой музыки. И с нами на прямой связи наш коллега Ольга Абаева. Оля, привет, как слышишь? Чуть громко нельзя? Не слышно. Здравствуйте, девушки, спасибо. Мы находимся в концертном зале СОГУ на концерте джазовом фестивале Николая Кобоева. И сейчас мы его выдернули буквально на 5 минут со сцены, чтобы побеседовать. Николай Александрович, добрый вечер. Поздравляем вас с концертом. Это уже 23-й концерт джазовый. Расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли за эти годы? Я скажу, что самым важным в том, что вот мы проводим эти концерты джазовые, является то, что мы можем приглашать музыкантов с любой точки мира. И к нам с удовольствием едут, потому что, как говорится, такая тема, витающая в облаках, что есть осетинский джаз, она уже утвердилась. И сюда с удовольствием. А мир не бездонный. Знаете, такое сарафанное радио джазовое. И это я в Нью-Йорке передал, там, а я в Лондоне рассказал, я в Париже рассказал, да, я в Праге рассказал. Да. Ну, нормально, все. А я в Новосибирске рассказал. Все. Передали друг другу. А мы где встретились? В Дубае. Да, я ж помню. Да, когда-то 25 лет назад. Все. И вот джаз не имеет границ. Вообще хорошее искусство не имеет границ. И я думаю, сегодня непростые времена, прямо скажем, но девизом вот моего сегодняшнего концерта является «Музы звучат, пушки молчат». Вы подготовили сюрприз для слушателей, и сегодня у вас необычные исполнители. Расскажите, пожалуйста. Да, это, можно сказать, мои младшие друзья. Мы сегодня пригласили уникальную джазовую музыкальную детскую школу из города Ростова-на-Дону. Приехали и преподаватели этой школы, ну и сами, конечно, учащиеся, дети, которые учатся. Дети приехали от 8 лет до 15, вот они сегодня на сцене выступают, играют, импровизируют, музицируют, рвутся, каждый посолировать, что-то показать себя. Они будущие артисты, они будущие, я даже не сомневаюсь, звезды, потому что школа уже почти четверть века существует и выпустила немало замечательных музыкантов. И
я встречал их в Европе. И они действительно представляют из себя уникальное явление. Их с удовольствием везде с ними музицируют и берутся с ними поиграть. Джаз – это искусство, в принципе, коллективное. Надо научиться мыслить, чувствовать одинаково, спонтанно. Джем-сессион. Вот собрались вместе, и есть, и не просто импровизировать, есть закон 3Т. Тема, то есть на какую песню мы импровизируем, тональность, в какой тональности будем играть, и темп, с какой скоростью мы будем это играть. Вот если это 3Т договорились, так, играем там Loverman, тональность, фа, все, темп, 1, 2, 3, 4, и поем. И неважно, негр ты, белый, зулус, монгол, мы сразу поняли, что нам делать. Николай Александрович, вы уже играли с ребятами, с молодыми? Пробовали их, щупали? Да, да. У меня большая радость в том, что сегодня на сцене впервые на своих гастролях из Ростова приехал мой внук. Он счастлив, ему 11 лет. Он сказал, что это ж какое вообще чудо. 3 поколения Кобоевых на одной сцене, на одном концерте. Такого еще не было. Да, но он не Кобоев, он Новожилов, но Лиза-то Кобоева, его бабушка и Елена Кобоева на рояле играет, дедушка дирижирует, мать поет, а он на саксофоне в оркестре играет уже. Конечно, наслаждение от того, как молодые вот эти музыканты научены здорово, это очень многого стоит. Да, но их же кто-то учит. Так вот, педагоги их замечательные ребята, которые уже 30 лет, New Saint-Tropez квартет, даже больше 30 уже лет. Они очень известные в Европе музыканты, которые стали лауреатами международных конкурсов с гастролями, пол Европы объездили. И их хорошо принимают, и они вместе играют, представляете, вот они в училище музыкальное в Ростове поступили, им было по 14-15 лет. Сейчас это взрослые дядьки за 50 глубоко, и они вот всю жизнь играют вместе. Они понимают друг друга вообще без слов. Естественно, вот это удивительное качество, открытость души, сердечный порыв, знакомство с музыкой, все они это своим детям передают, своим учащимся. Поэтому в школу эту просто не попасть. Туда очереди стоят годами, чтобы попасть в эту школу. И туда принимают самых талантливых, самых ярких детей. Не так просто. В музыкальную школу проще поступить, в любую, конечно, на фортепиано. Мама сказала, будешь играть на фортепиано. Буду. Хочу, не хочу. Да? А здесь, если ты не горишь, играть на барабанах, на бас-гитаре там, или на саксофоне, если не горишь, вот этого блеска, посмотрите, они все рвутся на сцену. Они просто огонь. И такие учителя. А иначе нельзя. Иначе это будет неискренне, это будет, я бы сказал, фальшиво по отношению к слушателю. Слушателя не обманешь. Когда играешь ярко, с воодушевлением, то этот посыл, этот удивительный посыл, который артист чувствует, он летит в зал, и если там есть ответная реакция, обратно такой эмоциональный идет рывок. И вот я не знаю, какой это материи, но это заводит артиста еще больше, еще больше. Это уже от зрителя, правильно? Да, это обоюдное. Но если ты артист, если ты первый посыл зрителю не дал, и зритель вяло тебе 3 раза прохлопал. Ну, наш зритель не вялый. Нет. Я все-таки к своему, как говорится, счастью могу сказать, что с 79-го года я когда организовал оркестр, это был просто студенческий оркестр. С 93-го года это Государственный национальный эстрадный оркестр Республики Северная Осетия, Алания. Оркестр носит имя Кима Суанова. Это был первый наш художественный руководитель.
Ким, как мы встречались с Кимом, работали вместе, пересекались на концертах. И как-то он сказал, знаешь, мне 50 лет, я хочу с твоим оркестром. Можем мы это сделать? Давай. И когда это мы выступили в Остинском театре, это был прообраз вот этого государственного оркестра еще, он сказал, все, ни на что другое я больше не согласен. Будем делать оркестр. А так как его почитание и, я бы сказал, уважение и любовь народа к нему были безграничны, он, как говорится, ногой открывал любой кабинет. И к нему всегда он заходил и по имени-отчеству обращался к самым именитым людям в нашем правительстве. Они не знали его отчества. И говорят, Ким, отчество не знает. Он говорит, для вас я Ким Суанов. Вот если вы меня по имени-отчеству, тогда я буду в вашем кабинете сидеть, а вы будете на сцене выступать. Он с юмором был человек. И традиции передались. А то, что в 93-м году он сказал, все готово, оркестр можно открывать 1 апреля. Отлично. И сегодня мы отмечаем 29 лет. Да. 43 года это вы в джазе, правильно? Да. И 29 лет оркестру. Да. Я вас еще раз поздравляю и благодарю за эту беседу. Большое спасибо, коллеги, за то, что дали такую возможность. Спасибо, Николай Александрович. Спасибо нашей коллеге Ольге, что благодаря высоким технологиям, ребят, мы сегодня тоже прикоснулись к этому прекрасному мероприятию. Да. А сейчас у нас короткая реклама, не переключайтесь. Ну что ж, на днях состоялось самое обсуждаемое событие в мире кинематографа, о котором говорил весь мир. В Лос-Анджелесе закончилась церемония вручения знаменитой премии «Оскар». Да. В номинации «Лучший фильм» выиграла лента «Кода. Ребенок глухих родителей». Лучшими актерами стали Уилл Смит за мужскую роль король Ричард, Джессика Честейн, которая сыграла в фильме «Глаза». Диснейский мультик «Энканто» стал лучшей анимационной картиной. Лидер по количеству статуэток фильм «Дюна», которая взяла 6 наград из 10 номинаций. Приз зрительских симпатий достался «Армии мертвецов». Его выбрали пользователи Твиттер. Кстати, вот такую категорию впервые ввели именно на этой премии. Да, но вот главным сюрпризом церемонии, как уже всем известно, стала реакция Уилла Смита на шутку Криса Рока. Ведущий пошутил со сцены про прическу Джады Пинкет Смит. Уиллу шутка не понравилась, актер поднялся на сцену и ударил Криса Рока прямо по лицу. После инцидента рейтинги «Оскара» подлетели неимоверно. Многие спорят, что это была постановочная сцена, но мне кажется, нет. Впрочем, мы можем узнать у нашего боксера. Да, мы сегодня пригласили в студию боксера Виталия Кудухова. И, конечно, это не единственный повод, по которому мы его позвали. В Москве прошел боксерский турнир «Короли нокаутов». Во втором соглавном бою вечера Виталий встретился с Владиславом Вишевым. Да. Остинский боксер одержал победу, и сегодня он у нас в гостях. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Присаживайтесь, очень что, рада как вас оцените эту ситуацию на «Оскаре»? Разберите удар. Я с тобой тоже соглашусь, все-таки про жену так, очень как-то он грубовато пошутил. И, в принципе, можно подумать, что постановлено, учитывая, как Уилл кричал еще после этого. Там, эмоционально. Очень, да. И потом, как извинялся. Действительно, он был злой, и, наверное, это не наигранная была ситуация. Мне кажется, он просто себя сдержал и раскрыл руку в последний момент, поэтому так получилось. Уилл такой, это не первый вот такой раз. Я помню, еще была выходка, там, он когда по красной дорожке шел, там был какой-то парень, по-моему, даже в Москве это было, и он так пытался как-то обнять и чуть ли не поцеловать его, и он тоже такой пощечину ему тогда отвесил, поэтому... Уже коронная пощечина становится, по-моему. Виталий, мы вас поздравляем с победой. Да. Спасибо Поделитесь большое. первыми впечатлениями, это был сложный бой? Если честно, да, бой получился очень сложный, соперник оказался, такой, я в принципе ожидал этого, но, если честно, оказалось немножко тяжелее, чем ожидал, поэтому соперник показал очень большое рвение, глаза горели, он, во-первых, моложе меня был, не говоря уже о том, что ростом на 20 сантиметров выше меня,
Вот. Ну, молодой, горячий, хотел выиграть, пытался и создал мне достаточно серьезные сложности в бою. Ну, я, в принципе, был готов ко всему этому и нормально был, подготовился хорошо. Готовился я в зале Алания ММА, это у нас в городе, это, я уверен, один из самых лучших и суперсовременных залов сейчас во всей стране, можно сказать. И также в зале в Досафе на Гадиева. Это зал, где я вырос, где я, в принципе, стал тем, кем я есть. Да. И всем хочу привет большой передать, благодарность всем тренерам, руководству зала Алания ММА за всевозможную поддержку спортсменов, ребят. Очень мы благодарны. И в свою очередь будем стараться также показывать такие результаты. Поговаривают о реванше, да? То, что у вас был там прописан реванш. Как ты относишься к реваншу с ним? Или в принципе, лично мне об этом еще пока никто не говорил. Да, если будет предложение, я, в принципе, соглашусь на это. И не потому, что там именно с ним мне интересен реванш. Мне интересен любой поединок. Вот, то есть я там не выбираю, что мне кто-то удобнее, кто-то нет. Я готов драться с любым. Там уже сейчас такая ситуация, что немножко сократилось количество людей, с кем можно соперничать. Ой, чуть-чуть. Вот что значит сила. Вот, поэтому готов драться с любым. Соперников не выбираю, кого мне предложат. Скажет реванш с Вишевым, я буду только за. Мне кажется, так даже интереснее будет. То есть такой непростой бой был, и у вас есть возможность подготовиться еще лучше, вы уже знаете. Да, в принципе, там были какие-то мнения по поводу судейства, там, и у них были какие-то там, ну не то что претензии, там, типа, может, там, ничейный такой бой получился, либо туда. Ну, короче, бой такой, самое главное, зрелищный, хороший бой, всем понравилось, организаторам понравилось, вот, поэтому посмотрим, что будет. В принципе, готов и на реванш, и на любой другой бой. Да, действительно, были очень неоднозначные мнения, в том числе Хочется их закрыть по поводу уже решения. Да, вот также в соцсетях, в комментариях. Как вы вообще относитесь, читаете ли вы ну, тогда читаю. какой-то хейт? В принципе, да, я так с этим еще особо не сталкивался. Был какой-то эпизод буквально там месяца 2-3 назад. Мне предложили новость такую, что я как была ситуация, я вообще один из первых в России или чуть ли не в мире провел за один вечер 3 боя по боксу. Это было 2 года назад, то есть такого вообще нигде не было. Ну, мне кажется, это практически невозможно. Да, я тоже так думал, и вот каким-то образом... Да, в принципе, так я и ворвался в профессиональный бокс. На том вечере я из этих 3 боев 2 выиграл нокаутом. Вот, и на этом фоне мне недавно предложили высказать новость, то, что, типа, а не хотел ли бы ты сказать, выразить свое недовольство по поводу всех вот этих боев, каких-то непонятных, там, каких-то... Типа популярных. Да, сейчас вот все там, они на взвешиваниях орут, кричат, кривляются. И, типа, давай скажем новость, то, что ты готов подраться с ними со всеми за один вечер. Так же, как ты, в принципе, это уже сделал. Тем более с настоящими, с сильными боксерами. Вот, я это вот... Ну, потому что там не совсем спортсмены это все делают, они больше шоумены. Да, я это к чему начал, и вот эту всю новость опубликовали, типа, готов с вами со всеми драться за вечер. И вот после этого какие-то недовольства, комментарии там пошли, то все, но там я понял то, что нельзя реагировать на каждый комментарий негативный в твой адрес. Я вот, кто вот более или менее медийные люди, они, в принципе, наверное, уже привыкли. Но вот в тот раз я в первый раз с этим столкнулся, даже какие-то там перепалки были, но я понял, что просто не надо на это реагировать. Вот мне коллеги перед эфиром объясняли, что такое любительский бокс, что такое профессиональный бокс, и что не каждый хочет переходить в профессиональный бокс. Вот вы когда для себя приняли решение и почему? Вы знаете, я был уверен, что я всегда хотел в профессиональный бокс перейти. И, в принципе, я сейчас рад, что вот такие бои провожу. Надеюсь, еще более громкие бои также будут впереди. Но любительский бокс и профессиональный бокс – это просто огромная разница. Профессиональный бокс гораздо жестче, гораздо опаснее. Там, на эти перчатки очень такие достаточно жесткие. То есть в любителях, да, самое плохое, там, ну, как правило, что может произойти, ты просто проиграешь бой, ты расстроишься,
ты пойдешь, примешь душ и все, и дальше пойдешь гулять. В профессионалах же ты не можешь не просто проиграть, а ты можешь действительно получить какой-то Тем более, когда серьезный такой урон, вес да. серьезный. Поэтому надо быть всегда очень готовым на каждый поединок. Ни в коем случае в профессионалах ты не можешь позволить себе выйти не готовым, потому что это большой риск на самом деле. Поэтому все спортсмены вот такого уровня, они действительно рискуют, можно сказать, всем, когда выходят на такие бои, и поэтому так и готовятся. Да, некоторые чемпионы даже говорят, перед выходом всегда прощаюсь с семьей. Ну, то есть там... Действительно, это очень всегда опасное прощаюсь, дело. потому что никто не знает, Говорите как в боксе таких, бывает. таких страшных Да, вещей. ужасные вещи. Я понимаю, что вы, скорее всего, все еще восстанавливаетесь после последнего боя, но, может быть, есть уже какие-то планы на ближайшее будущее? Планы тренироваться, да, поддерживать форму и быть готовым, когда поступит предложение там, к любому бою, чтобы ты сказал, да, я готов, там, через 2 недели готов выйти на ринг, через 3 недели, неважно. То есть надо по чуть-чуть всегда поддерживать себя в тонусе, чтобы быть готовым выйти на бой там, через 2 недели, через 3 недели. У тебя нет проблем с гонкой веса, подготовкой? Нет, вообще нет. Я боксирую в категории супертяжелой, это плюс 91 килограмм. То есть я вешу, как правило, там 100-102 килограмма и об этом не думаю. Спокойно. Гонять не приходится. А какой оптимальный промежуток между боями, чтобы было комфортно, чтобы успевали Ну, восстанавливаться? в идеале полгода, я считаю, самый такой оптимальный срок. Чтобы там, подготовиться, успеть. чтобы отдохнуть после боя, начать тренироваться и провести поединок. Ну, там, может, и через 4 месяца, через 3 Ну, то есть, месяца. наверное, зависит от предыдущего боя, да, тоже Да, отчасти, да. насколько он Ну, был больше, сложный? чем полгода, это уже как считается, немножко ты задержан, Да. без боя засиживаешься. Ну, так тоже бывает, в принципе, ничего страшного. Можешь описать идеальный расклад собственной карьеры? Вот сейчас бой с ним, потом чемпионство там, тут. Ну, я думаю, в идеале хотелось бы выйти на международный уровень, да, где там Лондон, Америка, потому что самые важные, самые большие бои, как правило, проходят там. Вот сейчас даже больше не в Америке, а даже в Англии сейчас бокс сосредоточился, потому что там есть Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, это лидеры просто бокса мирового сейчас. Ну, хотя один великий человек, великий боксер Александр Усик совершил просто, там, не то что невозможно, ну, большой подвиг совершил, когда он приехал домой к доминирующему чемпиону, которому просто не было равных. Он приехал туда, в Лондон, перейдя перед этим с крузервейта с 90 килограмм, и просто не оставил ни единого шанса Энтони Джошуа. То есть он после 12-го раунда не мог даже на ногах стоять, он 5 минут в углу сидел. Вот, поэтому... Я так понимаю, это идеальный расклад, да, для вас? Ну да. Так же поехать? Выйти, да, на такой, да, в принципе, на такой уровень выйти, это вообще огромное достижение. Вот, поэтому цель такая, да, попасть вот на такой бой, там, на чемпионский бой, либо на отборочный за титул чемпиона мира. То есть вот в таких больших боях поучаствовать было бы идеально. Вот, кстати, давайте пофантазируем. Представим, что вам предстоит поединок, которым вы завершите свою карьеру. С кем будет этот бой и где он будет? Ну, знаете, в идеале, это, наверное, смотря на каком этапе. Если ты пока еще молодой, то, естественно, лучше, чтобы это был такой конкурентный бой с действующим таким хорошим боксером. А если ты уже чувствуешь, что ты на спаде, то сейчас... Ну, я, конечно, не уверен, чтобы в таких боях участвовать. Если не так, если бой, после которого смело можно завершить карьеру. Хорошая альтернатива. Да. Да. Тогда пусть это будет максимально большой бой, максимально сильный соперник. Но ни в коем случае не так, как сейчас модно, там, ну, какие-то с непонятными людьми, там, чуть ли боксеры, там, не с певцами, там, за всякими... против Да, с рэперами, рэпера, да. Все сейчас хотят вообще оказаться частью бокса, но это на самом деле неправильно. Нельзя бокс это что-то такое великое, это что-то такое очень сложное. И несмотря на то, что ты там популярный певец, артист, блогер... шахматы, насколько это... Ну, то есть Конечно, бокс конечно. это шахматы. То есть это спорт, Ну, представьте, который несет в себе какой-нибудь философию определенную. какой-нибудь комедийный актер сядет за шахматный стол и скажет, да, я там шахматист, там, я хочу выиграть ваши турниры.
Вот, это За неправильно. 2 секунды поймет, что не туда присел. В общем, А а чем- кто для тебя пример в боксе? Вот тоже интересный вопрос. Мне кажется, пример. Пример в боксе для меня, ну как, естественно, да, это Мухаммед Али, великий человек там во многих аспектах. Он, самое главное, и вне ринга, он больше даже вне ринга стал великим, да, чем как боксер, да. А так, смотря бои Майка Тайсона, я, Я тоже конечно, так начал подумал почему-то. Тайсон, мы все заниматься. как-то Тайсон всегда. Да. А так и также, ну, в России очень много боксеров. Вот из тяжелой весовой категории мне вот очень нравится Александр Поветкин. Да, как он дрался, как он поехал также в Лондон недавно, ну, перед последним боем он нокаутировал Дилиана Уайта. Причем нокаутировал в таком бою, в котором он был полным андердогом, он полностью проигрывал бой и в итоге все равно поразил его и в глухой нокаут отправил. Я предлагаю чуть-чуть отойти от бокса и узнать, чем вы занимаетесь в свободное от спорта, от бокса время. Какие у вас увлечения? Если оно у вас есть, да? Ну, да. спортсменов его мало, я понимаю, но все Нет, же, почему, да, я думаю, вы находите время для каких-то... Знаете, всю жизнь, любимых когда я был на сборах, там еще где-то, там много времени всегда свободного между тренировками, и всегда развлекал себя, слушал песни, рэп слушал, вот, ну, не русский, только западный, всегда рэп слушал. И я еще в школе английский выучил, ну, так разговаривать могу спокойно, вот. И текста записывал себе в тетради рэперские, очень-очень сложные, их повторить практически нереально было. И вот я их заучивал вообще вот долгие годы. То есть хобби мой это английский, там фильмы смотрел всегда на английском, там, песни вот эти слушал, вот это мне нравится. А рэп-исполнителем никогда не хотели быть? Не, я так всегда, везде где-то там, в компаниях, когда всегда мог удивить там какими-то моментами, но сам, ну, даже, ну, не таких мыслей не было. Ну вот подумайте, сейчас все идут в бокс, а вы все сделаете там, что задумали, запланировали, и потом можно уже на пенсию уйти. Да. Ну да, более легкий такой, да, вариант людей Мне развлекать. кажется, вот как раз-таки в Америке боксеры многие и читали рэп. Было такое, по-моему. Да. там. Рой Джонс профессионально да. несколько альбомов выпустил. Поэтому это Вполне возможно. боксера достаточно, можно сказать, уже путь боксера. Ну да, учитывая то, что сейчас как бы все боксеры, все спортсмены, время такое, все пытаются, кто недостаточно хороший спортсмен, вообще хоть что угодно сделать, лишь бы внимание к себе привлечь. Кого-то толкнуть, там, майку снять, покричать на взвешивание, все, лишь бы вот что-то сделать, Привлечь к себе скандал внимание, какой-то. да. И, ну, это, наверное, неправильно, знаете. Важно все-таки, что там у тебя, ну, как у нас особенно в республике, там тебя смотрят, друзья смотрят, родители смотрят. Поэтому надо вести себя достойно. Хотя это скучно, от этого как, Зрителей да, к становится тебе меньше, да, не прибавляется, но... Зато вот, настоящие ценители остаются да, зрителями да. этого вида Да. спорта. Ну, да, это же делится всегда. Кто смотрит технику человека, как он двигается, как боксирует. А кто-то, кому-то нужны эмоции. А ты Да. посмотри, как он вот чисто за эмоциями идет за экраном. Ну, понять тоже можно. Да. Ну что, на зрители этой разные. для кого-то может быть скучной, но для нас очень достойной ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний эфир. Спасибо вам большое. Спасибо большое. за Спасибо, то, что пришли. пригласили. Спасибо. Приятно было с вами Будем побеседовать. желать Спасибо. дальше, чтобы больше побед и титулы разных. Да, мы идем. Титулы Все, мы вас ждем идем с за чемпионским поясом тогда в нашей Да. студии в вами. ближайшее Спасибо, время. Спасибо Всё. вам большое. Спасибо. Ну что ж, а вы смотрели вечернее шоу «Рафинад». Увидимся ровно через неделю. Всем пока. Пока-пока. Пока.